снимаю. Как его? И в лесу будете спать? Ну, это поход, да. У наши местные в Озёл ездили, прям на Озёльской, огромный такой, он даже на лапы на задние встал. В 10 метрах, говорит, снимались с машины. То есть открыл карту и ожидаю местоположения, когда оно определит, чтобы посмотреть, та карта или то место, та дорога или нет. Вот, в общем, надо засейвиться и в путь. Время уже 17:09. Вот, мне ехать отсюда примерно часа 4, если прям ехать, потому что там где-то 25 километров до поселка Тег, до этого заброшенного пионерского лагеря закрытого. Вот, надо бы сегодня до темноты мне добраться. Вот. Я вот точно помню, что это очень тяжелая была дорога, она вот такая песчаная, и по ней просто невозможно ехать, колеса вязнут. Что у меня есть от мишек? Звуковой сигнал против агрессивных животных. Еще у меня есть фальшфайр, но он у меня в рюкзаке вообще. Вот я на ней стою на выезде, все правильно, так что я выдвигаюсь. Мне снова нужны специалисты по следам. Чей след? Здесь непонятно, вот здесь более-менее понятно. Необычное местечко. Вода, кочки такие зеленоватые. Вот, и на воде пыльца от растений или от деревьев. Вот такие вот озверевшие комары. Вот сколько их. Я просто устал отбиваться. У меня есть антикомарин. Сейчас перейду вот эту вот лужу. Короче, я еду, хлопаю в ладоши периодически. Доехал до какой-то лужи, и вот они следы. Это шел Мишаня. Вот она лапа. Оп! Вот она лапа. И вот они, раз, два, три, четыре. 4 пальчика отпечатались. Вот они лапки, вот они коготки. А вот это просто охренеть, что я вижу сейчас. Короче, я показывал мотоциклиста. Вот он проехал, мотоциклист. Вот свежие следы мотоциклиста. Вот они, потому что здесь уже замыто дождем. Вот эти следы замыты дождем. Вот эти следы свежие мотоциклиста. И вот он след. След прямо на следе мотоциклиста, который проехал полчаса назад. То есть не зря я ехал, да, и периодически вот так вот, ну, еду и вот так вот, оп, хлопаю в ладоши. То есть он просто услышал меня и ушел в сторону. Просто охренеть. Вот они идут следы. Я просто офигеваю. Вот они идут следы по следам мотоциклиста. Охренеть. Вот он след, здесь уже не ошибиться. Свежий след. И вот он след Мишки. Че, по лесу-то тяжело ходить, да, Миша, тебе? По дорогам проще? Обалдеть, то есть мы шли друг на друга и просто разминулись из-за того, что я создавал там, ну, громкие звуки, там разговаривал, хлопал. Услышал меня и свернул. Ну вот и дерьмо медвежачье. Я так понимаю, когда я хлопал в ладоши, он меня услышал, обосрал. Да, интересно, интересно. Короче, комары сжирают. Вот он шел. Прям свежий, свежайший след. Вот он. Водичка стоит там, прям свеженький. Периодически вот такие вот лужи приходится переходить. Так, а вот здесь вот как-то... Так, по этой стороне посмотрим как. Да, здесь получше. Вот, что-то еще яичко нашел, то есть скорлупа. Яйцо все выедено, только скорлупа валяется.
Вот он, шикарнейший след. Вот это. А вот это прям свежий. Вот он, мотоцикл проехал. Да, снова я показываю этот след. И вот он след. Фу. Вот он так и ходит по дороге. Свежайшее дерьмище. Миша, в сторону! И вот заметьте, что на звук мотоцикла ему все равно. Мотоцикл проехал, а он все равно пошел по его следам. Он наверняка его слышал, как он тарахтел на дороге. Потом с леса вышел на дорогу и пошел в сторону меня уже. То есть это или лось только что прошел рядом, или откуда-то несет от него. Вот здесь сюда подошел, просто вонища такая. Я не знаю, у меня вот сигнал вот этот вот. Может быть, его уже бахнуть или не пугать лес. Опа, я иду! Ну-ка давай, разбежались! Вот здесь уже не пахнет. Вот где лужа, вот в этом месте, как я начал подходить к ней, просто офигенный запах такой резкий был. Вон тут буксовал он. Идти я, наверное, буду до Победы уже, до конца, до поселка этого, до заброшенного пионерлагеря. Вот, солнце хоть и садится, в принципе, сейчас ночи светлые. Я уже все, сигнал с рук уже не выпускаю. Это еще, я не знаю, сколько километров, ну, километров 15, наверное, до конца. Еще, может быть, часа 2,5 мне до туда. Ну, вот, если не буду отвлекаться, конечно, на всякие вот такие вот непонятные дровишки, которые лежат почему-то посередине дороги. Вот оно, солнце, закат. Дает Мишка о себе это знать. Вот еще дерьмище его, целая куча. То есть это примерно каждый километр вот такая вот куча дерьма. Ну-ка давай, разбежались. Блин, меня просто сжирают. Только останавливаешься, сразу сжирают тебя до костей эти комары. Давай. Еду с Мишей, разговариваю тут. Вот не первый раз замечаю вот такую вот фигню. Вот так вот изрыто на обочине, вот как огород как будто бы вскопали. И вот там вот еще кучка. Вот она. Дорога, в принципе, норм такая, ну, накатанная, хорошо по ней ехать. Ну, километров 10 в час можно ехать. В принципе, нормально, бодрячком. Главное, что я знаю, что не будет темно, не надо будет пережидать длинную какую-то ночь. Вот там еще метров, наверное, 15 отсюда, вот так вот все изрыто. Вот здесь даже видны его коготки. Вот он что-то тут ковыряет, видимо, червячков каких-то ищет. Охренеть, я тут метров за 200 увидел какую-то черную точку. Думаю, может, птица какая-то сидит. И неужели это такая куча дерьмища Мишиного? Сейчас покажу, насколько это далеко. Вот настолько. Сейчас подойду, покажу. Вот эта куча, тут даже их две, которые было видно с зума. Я показывал зумом. Охренеть. По-моему, это просто гигантский Михаил. Да, Миша, здоровый? Ты смотри, какие у него лепехи. И вот он, этот свежий след, так и идет по мотоциклетному следу. Леса просто шикарные здесь. Сходит, я вот понять не могу, почему вот эти вот деревья повалены. Может, медведь тут царапает? Вот это вот что такое? Это след от когтя по-любому. Вот это что такое? Я просто заколебался уже вот эти вот деревья объезжать. Там их было штук, наверное, 5-7. И они продолжаются. Вот одно сломано, и вот там второе. Вот они, листья морожки. И вот там завязаны, ну то есть цветет морожка, короче. Вот здесь по обочине она есть, но наверняка здесь есть где-то болото, на котором этой морожки просто тонны. Вот там цветочек, эта морожка цветет. Вот я сейчас побрызгался антикомарином. Вроде попроще стало. Но я уже подъезжаю, мне кажется. Еще, может, километров 10, и я буду на месте. Не могу успокоиться. Вот он так и ходит вот здесь.
Вот если можно здесь видеть вот свежий след, да, вот этот вот с когтями. Вот этот вот и вот этот, это просто свежайший, это час-два назад. То вот, вот этот вот, например, это старый след, он периодически здесь топчется. То есть находишься как в таком живом зоопарке, где животные находятся в естественной среде. С этим деревом то же самое. Вот видно, что оно свежее. То есть не, ну, оно не сухое, оно не упало из-за того, что оно засохло. И вот здесь, вот они вот здесь, вот то ли коготки, то ли зубки у него. Вот, вот, вот здесь. Только зачем он это делает? Нафига он валит их? Вот он поворот. Это значит, что мне осталось около 8 километров. Вот, и это значит, что проехал я уже... Ой, блин, сколько я проехал-то, если мне надо 25. То есть проехал я 17. Кать, он тут нарыл. Все обочина изрыта. Вот силища-то некуда девать ему. Наверняка жучков каких-то, личинок ищет. Так, ну, что я говорил. Вот отсюда бывший поселок лесозаготовителей. Поселок Тег. Оно настолько свежее, что, мне кажется, даже теплое. Охренеть, это чья-то шкура. Как будто заячья. Вот вам что-нибудь видно впереди? Мне нет. Слепит солнце. Я реально как будто нахожусь в каком-то зоопарке. Я проехал 200-300 метров. Дерьмище, дерьмище. И это же не один медведь срет. Это получается несколько медведей. Они тут ходят. И один же не может вот такие кучи валить через каждый километр. Кстати, это снова поваленная осина. Ну, я так считаю, что это поваленная осина. С чего бы ей падать, потому что это живое дерево. Листья у нее зеленые. Блин, как будто бы опять запахло конюшней. Ну вот что тут происходит? Это же не один медведь ходит, вот прям свежайшее. Офигеть. Миша, ты чё? Какой медвежатник здесь. Вот в чем фишка. Вот они повалены. И они вот здесь вот откусаны. Свеженькие побеги, они откусаны. Но это может только лось так делать. Интересно, что здесь живет и лось, и сразу и медведь. Я не знаю, может быть, медведь это ест осину, побеги осины. Ну, а медведь-то, наверное, навряд ли. Так, ну вот этот след тоже уже идет, ну, я не знаю, километров 15, наверное, который я показывал. Вот он. Так вот он по дороге и бежал, этот зверек. У меня даже сомнений нет, что это действительно зверек. Потому что его не сопровождает никакой, допустим, человеческий след, след сапог. Нет, он одиночный. Там впереди какая-то грязюка. Я устал. Блин, одно хорошо, что есть вода. Вот здесь вот такое тоже начинается. Не едет, не едет, не едет, вязнет. Сейчас надо немножко подняться. Там попроще будет. Не смогу. Поэтому вперед и только вперед. Солнце, походу уже село. Нет, не село, верхушки сосен еще освещает. Ой, что я такое интересное заметил, сейчас покажу. Вот этих следов, ну типа там волчьих или собачьих, здесь больше нет. Шел, вот они свеженькие, вот эти следы. И он походу перешел в ту сторону.
Это тоже свежайший след. О! На этот. Вот они, две дороги эти сходятся. По той дороге, которая меня выведет куда надо. Ой, я хочу попить. Так, в общем, дорога немножко стала ухудшаться. Я вот что-то не помню, что перед тегом она, ну, была такая грязная и в лужах. В общем, сейчас сверюсь. Сверюсь с картой, посмотрю по GPS, где я нахожусь. Здесь пионерский лагерь. Я добрался до него. Это местечко. В общем, здесь, с этой стороны, каждая дверь заколочена. Кто-то идет, какой-то чувак. Интересно, кто это? Почему он ушел? Видел же меня? Вон какой-то чувак идет. Почему он закрылся? Вообще, что происходит? Вот из-за того, что мелко. Паром. Вот это. А, паром перестал ходить? Все стало из-за этого. Как бы. И электричество украли провода. Хотели дорогу сделать, думали через Красную деревню сделать. Но... Потом думали через Сытков. Ну, где выгодней. И вот и все. Морожка есть. Белые грибы все сдавали. С открытки приезжают, приемщики сдавали, чтобы по несколько тысяч зарабатывать. Раньше. 4 года и все, грибов нету, не стало. Там лес, вот вырубки там. Взять бы квадрокоптером, снять. Все вырубили. Нету этого управы, ну, человека, чтобы взял, ну, наказал. Здесь ведь ничего нету, магазина ведь нету, да? Это все вы привозите. Они вечером, говорит, собака, говорит, все, ничего не жужжало, ничего. Раз, говорит, утром встали, говорит, следы, говорит, медвежьи, говорит. А собака не гавкала. Не, сейчас на ночь-то нет. Останься ночевать, хочешь, у нас ночуй. Я где-нибудь здесь ночую, да. Ну, Или... вот, у нас, вон, у меня... Если есть место, я и у вас ночую. Так-то у меня вон палатка с собой, я не думал, что здесь вообще кто-то живет. Дома переночуешь у нас. Капиталина Васильевна в Москву там писала. Ой, писала везде, нахрен. Сколько только писем не эти перекладывают. Отписки, да, просто отписки пишут и все. Да, во. Эти на этих, это на этих, блядь, и пошли вы. А что, у вас здесь, получается, нету даже света, да? У всех, Нету у света? каждого электростанция маленькая. Просто станция своя, Вот да? эти. Свет нужен для холодильника. Да. Телевизор, холодильник, да, масло, молоко, ну, вот такое, чтобы, ну, все портить еще. Вот цвет нужен только чисто для холодильника. А что, тут школа была или как? Да, училище. Ну, школу, в смысле, детей учили? Нет, взрослых. А, до 4 класса тоже, да? И потом училище было. И училище, да? Взрослых учили. Километров до парчика. Развалилось все эти 90-е годы. А это кто сделал? Коммунисты, блядь. Переименовали себя в Российскую Федерацию, ну, в Единая Россия. А мы же сами коммунисты и были, это себе придумали. Не надо. У нас, говорит, хватает людей. То есть вы хотели, получается, ну как бы волонтером быть, да? Да, помочь, может где-то там херачить. Я ничего же не забыл, что знаю. Как А, ну вот когда коронавирус был, чтобы помочь, дезинфицировать, например, улицы, да? Да. Спасибо, говорит, не надо. Ну, дом, я думал, баня это. нет. Баня тут только вот тут и вот тут баня. Ух, нифига себе, тут как просторно. Еще и печка натоплена, так тепло. Или это... Печку 2 дня уже не топили. Это просто днем нагрелось, да? Матрас, одеяло, в общем-то и подушка есть даже. В общем, заночую комфортом. Это уже не в палатке среди медведей. Есть место, есть матрас, у нас и заночуешь. Ну и все, почему нет? Все, им спасибо за это. Что хотят местные жители, чтобы администрация сделала в поселке Тег? Свет. Свет сюда. А, для 5 человек и не прописанных никто делать не будет. У нас уже 20.
Подписей это было миллион, не надо. Ну, короче, Поселок может, подписывался. До Москвы доходила, Василина, и это бесполезно, может, Сережа, как-то- бесполезно. может толкнет. Я поеду. Давай, Все, спасибо. счастливо. До свидания. Мне Мишку надо снять. Я хочу Мишку увидеть. Днем ты не снимешь его. Ночью? Ну ты смотри, хоть, чтобы он тебя не снял потом. Ну, Нахуй не бойся это. о, а это красный плавничок. Это уже, наверное, ясь, да? Там ези и караси. Раз предлагаете, конечно, попробую. Свежие рыбы. Я-то все мороженую, магазинскую. Тихо, тихо, не ругайся. Я знаю. Ты что ругаешься? Я не О, ругаюсь. рыбой пахнет В вообще. личном обществе. Карасика то вчера покушали классно. А ты есть М. где-то? Есть где-то? Вот такой холодильничек у нас. И долго лед держится. До августа. До августа прям, да? Не, ну неплохо, нифига себе. Хотя бы, знаешь, технологии предков, да, можно использовать. Заколочены вот гвоздями. Здесь есть сторож. Вот я только что наступил, и она просто провалилась. Помещение, оно открыто. Здесь прохладно. Прохладно, весы. А, ну все понятно. Это было, скорее всего, овощехранилище какое-то. Вот. И здесь стоит какой-то автобус. Сейчас вот заглянем в него. Этот автобус. Автобус, который доставлял сюда, скорее всего, детей. Вот сколько здесь земляники. Вот он цветет. Нужно все-таки в него зайти, раз он открыт. Здесь прохладно, но чувствуется запах плесени. Сейчас я еду в сторону бывшего причала, вот по этим бетонным плитам, от Тега к реке. Вот, скорее всего, это был причал, вот они, бетонные плиты там лежат. Так, ну сейчас я уже отъехала от Тега в сторону Ситкыркища. Ой, в сторону Красной эта дорога идет. Вот здесь вот мост, это скорее всего Большой Тег, напьюсь чая. Чуть-чуть отдохну, потому что идти по жаре очень трудно, в общем, просто устаешь и надо много воды пить. Так, после чая, в общем-то, появилась как-то энергия, энтузиазм. Вот, срубил себе удочку. У меня есть леска, это тесто, сейчас мука сделаю, сейчас тесто, и крючки. Тесто замешиваю на речной воде. За полчаса даже тесто не съели, поэтому я все смотал. И сейчас у меня греча с халвой и майонезом. Потом чай, тоже, наверное, с халвой. И время уже 2 часа. И я буду выдвигаться уже на дорогу. В общем, план сегодня такой, значит, засесть на дороге в
том месте, где я увижу следы медвежьи. И все-таки его подождать, буду сидеть ночь. Не знаю, насколько меня хватит. Может... То есть верхняя часть пойдет с майонезом. Дальше я перемешивать вглубь не буду, потому что вторая часть будет с халвой. Так, ну хотел я, в общем, сначала без костра ночевать и ждать Мишку на дороге, но меня просто сжирают мошкара и комары, поэтому костер обязательно. Вот, и почему я выбрал это место, потому что вот отсюда просматривается, ну, наверное, больше километра, а дорога в эту сторону просматривается метров 300. Вот, я стою вот здесь, вот сбоку. То есть у меня будет палаточка здесь, и периодически я буду выходить и смотреть вот туда камерой вдаль, и не идет ли там какой-нибудь зверек. Вот, оказывается, где я ночую. Я проехал середину пути, вот здесь вот тег. Вот я сейчас проехал вот так и остановился вот тут вот. Вот сам Ситкырк еще вот здесь. 12, наверное, осталось. Вот такие дела. В общем, время 21:17. Комары задолбали. Спираль против комаров я не взял. Не знаю. Буду, в общем, наблюдать. Может, где-то вдалеке появится Мишка. Мишка вот тут вот ходит по этой дороге. В принципе, дальше, если посмотреть карту, то там дальше-то особо ничего и нет. В общем, так вот посмотреть тут. Тайга, вот так вот. Птицы раскричали. Она стала кричать и подлетела прямо сюда к моей палатке, развернулась и улетела туда, в лес. И там сейчас кричит. Вот сейчас вот эта птица не орет. А до этого сильно очень кричала. Так, вот она дорога. Сейчас я подсниму. Может, что камера не заметит. Как темно. На зуме еще диафрагма уменьшается. Так, ну и вот в эту сторону. В сторону тега. Но видно, что никаких черных точек там, шевелений никаких нет. Вот он поворот в лес. Там дорога идет. Пойду я посмотрю. Может, кто-то там уже ходит. Ничего себе, я видел зайчика. Костер вот так вот тлеет до сих пор. Никого. Мишка не только на обочине роет, вот землю ищет каких-то жучков, паучков или чего. Ну и вот здесь со стороны леса тоже нарыта земля. Сейчас покажу тут. Может, будет видно когти. Так, ну и заключительным кадром сейчас покажу. Вот там вот светятся крыши. Там домов, теплиц, я не знаю, что такое, Ситкыркич. То есть до него, ну, метров, наверное, 300. А вот это свежайший след медведя. Вот он здесь вот просто перешел дорогу. Вот след. Прям свеженький.
когда в дороге, когда в дороге проголодаешься, мне кажется, можно есть даже опилки. Ем вот незаваренную овсянку. И очень вкусно.